Здравствуйте, это программа «Якутия Лайф. За и против». В нашей студии мы вместе с экспертами и лидерами общественного мнения обсуждаем вопросы, которые волнуют якутян. С вами Сергей Михедов. Тема частичной мобилизации остается одной из важнейших во всех новостных повестках. На прошлой неделе появился еще один повод поговорить про мобилизованных и их семьи. В Якутии начались выплаты семьям мобилизованных якутян. Первые выплаты получают в Якутске, Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районах. Сумма в 200 тысяч рублей. Полагается единовременно семьям мобилизованных, а также семьям тех, кто подписал контракт и отправился на службу в зону специальной военной операции. Но не только государство и не только деньгами помогают мобилизованным и их семьям. Какую помощь оказывают в республике тем, кто отправился на специальную военную операцию. Об этом и поговорим с гостями нашей студии. Это Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Наталья Кашперская, заместитель председателя Общественной палаты Республики, зам руководителя Центра «Мой бизнес». Айлан Винокуров, руководитель республиканского штаба «Мы вместе». И Владимир Скрябин, директор Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый день. Ольга Валерьевна, начались выплаты. Сколько на данный момент семей уже получили по 200 тысяч рублей? И какими темпами идет реализация этих выплат у нас в Якутии? Добрый день. Еще раз я хочу обратить внимание на то, что произошло в феврале месяце, как объявление президентом страны специальной военной операции, во многом меняет нашу жизнь. Поменяло это и формат этой передачи «Якутия Лайф», и уже нет проблем, и нет ни у кого вопросов, говорим ли мы за или против. Мы сегодня все однозначно за, и сегодня говорим о том, что делается для того, чтобы поддержать наших мобилизованных контрактников и, соответственно, добровольцев, которые находятся в зоне военной операции. Необходимо обратить внимание, что глава Якутии Арсений Сергеевич Николаев еще до подписания указа давал ряд поручений, которые направлены на проведение работы по соответствующей реабилитации, помощи семьям и, соответственно, взаимодействию с женами и мамами лиц, которые у нас ушли по контракту и являлись добровольцами. Что же касается указа, то указ уже коснулся вопросов как частично мобилизованные, так и этих двух категорий. Действительно, указ является комплексным. На нем определены группы помощи, которые делятся на три группы получателей их. Первое – это прежде всего семьи, члены семей, которые проживали совместно с мобилизованным. При этом необходимо обратить внимание о том, что в отличие от многих других субъектов Российской Федерации, мы не пошли на выплаты самим мобилизованным, понимая риски, связанные с получением этих денег и затем в последующем переводы, а мы пошли на определенного рода установление очередности, и прежде всего, такие выплаты получают законные супруги, либо, женщины, находящиеся в гражданском браке, так называемые, имеющие фактически брачные отношения и ведущие совместное хозяйство. Если таковых не имеется, то затем уже могут подать такое заявление родители, если их нет, вернее, дети, потом родители и, соответственно, в полнокровные братья и сестры. Вот это мера, которая сегодня достаточно сложно идет в Якутии, так же, как и по всей стране. И это, в общем, объективная история, потому что до сих пор происходит цифровизация ресурсов Министерства обороны Российской Федерации. Но, тем не менее, находясь в тесном контакте с военкомом республики, с военкоматом республики, нам удалось все-таки первую обратную связь получить и выплаты начать. Действительно, выплаты продолжаются каждый день, списки сверяются каждый день. Есть ряд вопросов, которые мы разрешаем в ежедневном режиме, им практически круглосуточно. Теперь следующая категория выплат, она касается родителей. Родители имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, точно так же через соответствующее заявление. И большая категория выплат, льгот, касается детей военнослужащих. Здесь основным подтверждением является лишь только строка «отец» в свидетельстве о рождении, независимо от брачных отношений, небрачных отношений, совместного проживания или нет.
Соответственно, здесь дети имеют право и на бесплатное питание в школах, значит, да, которое у нас организовано, и на повышенную стипендию в вузах и СПО в нашей республике, и, соответственно, значит, на компенсацию от значит, частные детские сады у нас им будет компенсирована оплата за таких лиц. Вот такая ситуация. Мгм. Но правительство максимально упростило процедуру оформления таких выплат, и минимизировано количество документов. Кто и как может подать документы на получение таких выплат? Документы у нас подаются непосредственно через МФЦ, либо через портал госуслуги. Достаточно большое количество уже подано. Значит, задача подать лишь только само заявление и, соответственно, номер лицевого счета. И это нам дает возможность уже самостоятельно начать работу и на линейных связях получить все остальные документы. А кто подает, как я уже перечислила, значит, непосредственно именно члены семей, которые вот оказались в этой жизненной ситуации. У нас возникают такие ситуации, когда подает и, например, мама, и супруга, то тогда вот здесь небольшой люфт появляется по времени для того, чтобы разобраться, разъяснить и потом уже осуществить выплату. Мгм. Ну а в какой момент нужно идти подавать документы? Сразу же после получения повестки или в какой-то другой момент? Нет, вы подаете заявление, встав в любой момент, непосредственно просто-напросто нужно подождать тогда, когда уже нам нужно подтверждение с момента того, что лицо находится в части. Потому что вы знаете, что были в том числе и ранее в связи с тем, что, наверное, самое нецифровое ведомство Министерства обороны допущено определенного рода шероховатости в проведении частичной мобилизации. Я думаю, что мы с этим достаточно хорошо справились совместными усилиями. Ну и, соответственно, значит, после получения подтверждения воинской части мы сможем за сутки провести выплату. Вот в первый день выплат, насколько нам известно, 26 семей получили средства. Есть ли данные, сколько сейчас уже семей получили? Количество увеличивается каждый день. Количество растет. Вы уже перечислили основные меры поддержки, да, но республика у нас подготовила комплексные меры, да, то есть это, давайте расскажем подробнее еще разок вот обо всех этих комплексных мерах, которые у нас Прежде получают всего, к население. комплексным мерам необходимо отнести те меры, которые мы относим к мерам по поддержке, оказываемой со стороны государства. Да? Значит, это прежде всего меры медицинского характера. Да? Значит, республика действительно приняла решение по решению главы республики на призывном пункте, там, где осуществлялась мобилизация, были направлены доктора, медицинские работники, которые делали первичный осмотр. Затем только мобилизованные переходили к врачебно-медицинской комиссии. Да? Соответственно, кроме того, определяется и порядок последующей реабилитации раненых и работа как медицинской реабилитации, так и психологической реабилитации. Ну и кроме того, непосредственно работа, связанная с последующим трудоустройством военнослужащих, вернувшихся. На это я бы особое внимание хотела обратить тоже. Для многих объявление частичной мобилизации стало неожиданностью, и многим тяжело принять этот факт с психологической точки зрения. Всестороннюю психологическую помощь в этом вопросе оказывает Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Владимир Борисович, увеличилось ли количество обращений в Центр со времени объявления частичной мобилизации? Здравствуйте. Надо сказать, что мы сначала, с февраля, с марта месяца плотно подключились, работаем. Наши психологи подключены и по линии 122, и работают по телефону доверия. Также проводим индивидуальные консультации и групповые виды работы. Надо понимать, что для семьи это, когда меняется привычный уклад жизни, естественно, это вызывает стресс, тревогу. Когда и началась частичная мобилизация, было много неясного. Я думаю, что на сегодня у нас более 1000 обращений было проведено видов работ. И когда возникает подобная ситуация, всегда есть несколько стадий от отрицания, гнева. Потом только со временем приходят к определенному принятию того, что изменилось, и то, что нужно принять. Я не скажу, что конкретно увеличилось. У нас эта работа уже больше полугода ведется. Сейчас, я думаю, что стабилизируется. И хочу особо подчеркнуть о том, что разработана программа
межведомственная. Сегодня к нам подключились психологи Минтруда, Министерства труда, Министерства образования. И будет в целом проводиться вот такая стабильная работа со всеми, кто в этом нуждается. Кто и с какими вопросами чаще обращаются? Естественно, это члены семей, поскольку это мамы, это жены, это близкое окружение, вплоть до и дедушки, и бабушки, поскольку все переживают для этого. Но мы в таких случаях рекомендуем заботиться друг о друге, быть более чуткими, поскольку, скажем так, в повседневности мы, возможно, и не ценим друг друга. То есть в этот момент мы всегда рекомендуем больше ценить друг друга и быть более чуткими. Немножко такой общий вопрос. Да, конечно, конечно. Можно добавлю. Вот сегодня в Центре социально-психологической поддержки молодежи есть даже специально выделенный кабинет, куда приходят мамы, и между собой общаются, а это позволяет им тоже, в общем-то, так вот спонтанно собраться вокруг психологов и вовремя получать эту помощь. У нас вообще в обществе, особенно среди мужчин, не особо-то принято обращаться к психологам. Как вообще мы можем эту ситуацию изменить, как вы считаете? Я не думаю, что это не принято. Это просто не принято об этом открыто говорить, поскольку я не буду говорить конкретные цифры о том, сколько мужчин к нам обращалось, да? Но я вас уверяю, что половина обращений это от мужчин. Просто мужчины не будут об этом говорить, скажем так, открыто, потому что действительно это же такой личный вопрос. И я не согласен с тем, что мужчины не обращаются. Обращений много. Просто мужчина, может быть, это не показывает открыто в обществе, но звонки поступают. Да, и он не будет говорить, что вот и мужчина готов общаться и готов получить помощь психолога. Абсолютно, абсолютно точно. Давайте напомним, куда можно обратиться за помощью круглосуточная линия 8 800 135 50. Еще по номеру 122, насколько известно, можно тоже позвонить, да? Также может, кнопка 6-я кнопка. 122, кнопка 6 и под меню кнопка 2. Там тоже круглосуточно, получается, напрямую подключается к центру психологов. Да. Сейчас небольшая пауза. Буквально через пару минут мы вернемся и продолжим нашу программу. Это Якутия Лайв «За и против». И я напомню, мы обсуждаем помощь частично мобилизованным и их семьям. Под мобилизацию попали представители разных слоев населения, в том числе и сельской местности. Накануне зимы остаться без мужчины в доме – проблема серьезная. Для оказания помощи семьям мобилизованных в Якутии создан штаб «Мы вместе», в котором волонтеры оказывают всевозможную помощь семьям мобилизованных. Элан Васильевич, как много к вам поступает обращений? Да, действительно, как отметили, у нас в республике практически с начала частичной мобилизации начал работать штаб «Мы вместе». Оно у нас работает полностью по всей России, получается, такие штабы созданы везде, и в том числе в нашей республике. Да, в республике у нас, мы ее называем «Клуб «Мы вместе», куда входят представители абсолютно всех сфер нашей жизни. Да. Это представители органов власти, это представители бизнеса, это общественники, это волонтеры, добровольцы, муниципальное образование, учреждения какие-то. И основная цель, конечно, нашего штаба, в первую очередь, это помощь семьям мобилизованных. Да, как вы отметили, действительно оставаться одним без мужчины в семье сложно. Да. Сейчас у нас по всей республике, практически во всех муниципальных образованиях у нас созданы штабы «Мы вместе», где наши добровольцы по всей республике, более 250 волонтеров, сейчас готовы оказать помощь семьям. Ежедневно в будние дни по кнопке 122, точнее по номеру 122, 6-я кнопка, можно оставить свою заявку на помощь, которую, любого характера.
Там у нас есть несколько видов помощи, да, которые волонтеры могут наши оказывать. Это в первую очередь, конечно, помощь в быту. Да, потому что действительно по дому есть очень много дел, особенно в наших населенных пунктах, да, то есть убрать снег сейчас, который вот падает, да, колоть дрова, занести лед, помочь по домашнему хозяйству, да, подготовиться к зиме и так далее. Такие заявки уже поступают, да, на сегодняшний день. К примеру, даже могу сказать о том, что у нас была заявка с Нюрбинского района, да, помочь женщине перевести сено. Например, вот муж летом сено косил, оно осталось в месте, где они вот сено косят, и, соответственно, надо перевести. То есть такого рода заявки тоже бывают. Да? По городу Якутску у нас очень много заявок, которые поступают по помощи в перевозке детей в больницу, да, например, на медосмотр свозить и так далее. Конечно, мы тут сразу предупреждаем о том, чтобы оставить такую заявку на транспорт, это надо делать заблаговременно. То есть мы ни в коем случае не такси, да, чтобы там за 30 минут позвонить, дайте мне машину и тебя свозили. Это надо делать, конечно, заблаговременно, позвонить, оставить заявку, и мы, соответственно, это все рассматриваем. Вот, сейчас у нас есть такой минимальный срок выполнения заявок, это 3 дня, максимум 3 дня. В течение 3 дней наши добровольцы, волонтеры готовы оказать вот эту помощь, да, которую у нас оставляет, опять-таки напоминаю, на номер 122, кнопка 6. В будние дни с 9 до 6 заявка принимается, у нас операторы сидят и полностью по всей республике обрабатываем наши заявки. Вот. Как ранее отметил, что действительно заявки вот оставляют, координаторы, соответственно, сразу берут, ну, я рассказываю механизм, да, как работает, координатор сразу делает выгрузку этой заявки, и по нашим координаторам в муниципальных образованиях мы это направляем. Где действительно наши добровольцы действительно, они же не волшебники, да? Какую-то там сверхъестественную просьбу, конечно, не смогут выполнить, да? Но где-то вот надо помочь. Наши ребята постоянно на связи с Министерством молодежи, да? Так как у нас Министерство в республике курирует добровольчество, поэтому в рамках вот своих полномочий наши органы власти повсеместно помогают, да, и в том числе администрации муниципальных образований. Хочется вот поблагодарить, да, действительно, вот по нашим заявкам они берутся и, соответственно, делают. Поэтому призываю оставлять заявки, мы готовы всем помогать. 122, кнопка 6. Во всех ли районах, в том числе в арктических, Да. есть штаб «Мы Да, вместе»? потому что мы все знаем, что у нас мобилизация по всей республике проходила, да, соответственно, семьи везде есть, во всех наших районах, и, соответственно, вот во всех районах у нас вот эти штабы созданы. Они даже, скажем, в таком, в гибридном в порядке, скорее всего, да, они, то есть, получается, муниципалитеты изначально сами тоже приняли решение, да, создать такие штабы своим, по помощи своим мобилизованным и так далее. Сейчас эти силы мы полностью аккумулировали, соединили, и вот сейчас, соответственно, ведет такую централизованную работу. А волонтеры вообще кто они? То есть это любой желающий доброволец может к вам прийти и Да, предложить безусловно. свою помощь Да. и начать ее оказывать. Да, действительно, волонтерами на сегодняшний день являются в основном, конечно же, молодежь, да, наша молодежь и люди, ну, такую рабочая молодежь, можно сказать, да. Но вообще в волонтерстве у нас без ограничений. Да, тут никаких ограничений нет. Любой желающий человек, который действительно хочет помочь, может обратиться к нам, зайти на сайт Добро.ру, подать заявку, и мы сразу с ним свяжемся без проблем, и, соответственно, он может помочь. Ну, действительно, настоящие молодцы, особенно где-то в районах, да, в селах. Да. Потому Кстати. что к нам уже тоже информация поступает, что действительно ребята приходят на местах, Да. помогают женщинам наколоть дрова, подготовиться к зиме. Кстати, То есть еще тут действительно очень благое да, дело. надо отметить, вот эти штабы созданы не только в муниципальных образованиях, да, они созданы у нас еще в учебных заведениях. То есть наши высшие учебные заведения, среднеспециальные учебные заведения, да, СПО, они созданы везде. Сейчас ребята активно выходят. На самом деле, если честно признаюсь, многие уже им не звонят, говорят, дайте нам заявки. Вот здесь, прямо в городе Якутске, сегодня утром мне вот Якутский промышленный техникум звонит, говорит, Айлан Васильевич, дайте заявку мне, говорит. Мои студенты готовые сидят, говорят, хотят помочь. Вот поэтому действительно хочу выразить благодарность, да, всем добровольцам, которые на сегодняшний день вот, так скажем, вышли и изъявили желание помочь вот, семьям мобилизованных.
Ну, бесспорно, это общее Да. дело. Да, потому Я думаю, что помощь как, нужна будет в любом случае. А в каких, может быть, сферах помощь требуется чаще всего? Ну, на самом деле, кстати, чаще всего у нас пока идет помощь, запрос на доставку продуктов питания и лекарств, да, то есть некоторые женщины не могут сами выйти, да, с маленькими детьми сидят, и помощь на вот транспортировку и в быту, соответственно, там убраться возле дома, зачистить снег, дрова поколоть и так далее. Вот такие заявки поступают. А сейчас. вообще планируется ли, может быть, как-то дополнительно организовать работу штаба «Мы вместе»? Может быть, у вас же есть списки все-таки мобилизованных людей, может быть, вы приезжаете, так сказать, проведать, может быть, сами предлагаете помощь? Так планируете работать Тут, в таком смотрите, направлении? даже дело не в списках, да, то есть такой информации даже, мне кажется, и правительство, скорее всего, там, как Ольга Валерьевна уже говорила, что оно Пока же, формируется эта она, да, информация, да. формируется, она с Министерством обороны там это все делается, но у нас по заявочному характеру. Соответственно, семьи выходят и оставляют заявки. И мы, А как соответственно, можно улучшить помогаем. работу штаба «Мы вместе», как вы считаете? Смотрите, глава Якутии, да, извини, Да. пожалуйста, он очень четко сказал о том, что по большому счету это не дело одного там штаба «Мы вместе» или еще Конечно. кого-то, да, это дело каждого, и уже в каждой деревне, в каждом населенном пункте, в каждом наследии соседи знают, у кого забрали по большому счету, да, на спецоперацию, как забирали когда-то на войну, да, и поэтому на уровне мышечной памяти все прекрасно понимают, что мы должны помогать. Другого варианта у нас просто нет. Да, от нас далеко, мы не Белгородская область, у нас нет тех сложностей, которые там есть совсем на границе, не говоря уже о новых субъектах Российской Федерации, того, что там происходит. Но мы четко понимаем, что раз они ушли, то помогать мы не имеем права. И вот здесь, конечно, да, даже тот опыт, который был у добровольцев, у волонтеров по ковиду, он сейчас тоже очень Да, хорошо кстати. используется сам по себе, да, и поэтому... Оно и стало опорной точкой. Оно Галина, стало да. опорной Оно точкой, и стало уже опорной пошло точкой, дальше. да. Здесь, но здесь вообще другие даже посылы сами по себе. Да? И поэтому там не надо обязательно звонить волонтерам. Да? Каждый сосед Да, должен просто да. посмотреть, а не забрали ли у соседки, да, как бы там, а прекрасно знает, что забрали, пойти и помочь. Здесь Да. не панацея от всего 122. Да? А наша гражданская позиция, мы не имеем права, живущие в России, по-другому поступать. Ну, действительно, оказывать всестороннюю помощь, да, действительно, потому что наши мобилизованные должны почувствовать спокойствие за своих семей. Поэтому, да, чтобы они спокойно действительно защищали нашу родину, представляли интересы нашей страны и были спокойны за свою семью. Поэтому мы должны вот действительно проявить активность и помочь. Ну, активно помогают и представители бизнеса, предприниматели тоже, насколько нам известно, подключились к этой работе. Далее, Альбертовна, расскажите вообще, как предприниматели в этих условиях вообще реагируют на частичную мобилизацию, ну и как оказывают помощь? Спасибо за вопрос. Коллеги, вопрос очень сложный. Вы понимаете прекрасно, что в России, у нас в республике не найдется ни одной сферы деятельности, где бы не было предпринимателей. То есть, по большому счету, сейчас абсолютно все услуги, все товары, это все от предпринимателей зависит. И, конечно, предприниматель, становясь он понимает, что это тернистый путь, он долго выстраивает логику своих действий, он разрабатывает бизнес-планы, он по крупицам собирает свою команду, реализует, и, наконец-то, вот, все получилось. Пройдена точка невозврата, и если вдруг происходит так, что его призвали защитить целостность нашей страны, конечно, это стресс для любого человека, для предпринимателя, наверное, двойне стресс, потому что он оставляет не только родную семью, любимых детей, маму, жену, ну, если говорить о мужчине, да, в любом случае он понимает, что он еще и оставляет свое детище. Это не наемный работник, который гарантированно вернется с победой домой, и его примут на работу, да. Поэтому, конечно, предпринимателям вдвойне сложнее, и понимая это, и заботясь о том, и понимая, что тревогу испытывает человек, и как вы сказали, что проходит определенные стадии неприятия, агрессии, да, мы тоже это все проходим вместе. То есть центр «Мой бизнес», который я здесь представляю, он проходит все эти стадии вместе с предпринимателями, и понимая сложность, а законодательно я хочу просто ремарку сделать, что не имеет права вести свою деятельность, продолжать вести свою деятельность предпринимательскую человек, если он призван
защищать свою родину. Поэтому тут несколько вариантов. Либо ты закрываешь свое дело, на это, кстати, требуется 2 недели, поэтому не всегда мы успеваем это сделать. Даже по закону это требуется Да, 2 по недели. закону. Но и в наши планы не входит закрывать это дело, потому что бизнес работает, мы хотим развиваться дальше, и очень надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Поэтому Министерство предпринимательства, торговли и туризма, Центр «Мой бизнес» разработали ряд проектов, которые позволяют удержаться на плаву вот тем самым людям, которые сейчас находятся вдали от своего бизнеса. То есть мы разработали образовательную программу, такую экспресс, очень короткую, но реализуемую в нашей республике, начиная уже 2 недели мы ее реализуем. Называется она ОПД 2.0. Это основы предпринимательской деятельности. Версия 2.0 – это для тех людей, которые будут продолжать осуществлять реализацию того или иного бизнес-проекта, когда владелец этого бизнеса находится далеко. То есть это для правопреемников. Правопреемниками, как правило, становятся те люди, которым доверяет предприниматель. Это жены, которые, например, совершенно далеки от ведения бизнеса, либо родители. И этим людям нужно дать те основы, ту точку опоры, благодаря которой они сумеют сохранить проект, бизнес-проект, и дождаться его владельца. Да? Так, эту мысль сохраните. У нас Да. сейчас короткая пауза. Мы вернемся буквально через пару минут. Не переключайтесь, мы продолжим обсуждение. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать наш вопрос, а связан он с помощью мобилизованным и им семьям. Наталья Альбертовна, мы закончили на той мысли о предпринимателях, как они реагируют на мобилизацию, на частичную Да, мобилизацию. И и, какую помощь оказывает Центр «Мой Да, и о бизнес». том, что Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства вот разработал этот ресурс, который позволяет правопреемникам бизнеса по генеральной доверенности осуществлять эту деятельность, даже когда отсутствует географически рядом с бизнесом человек, который его создал. Ну и второй момент. Конечно, хороший ресурс для таких людей – это портал мойбизнес.рф, где аккумулирована вся информация, где, кстати, можно и записаться абсолютно бесплатно на этот курс. Он ведется в дистанционном формате. Мы прекрасно понимаем, что у людей на руках остались маленькие дети, либо родители не всегда могут быть высокомобильными и куда-то идти на обучение. Поэтому можно пройти в удобном для вас формате. Каждую пятницу в 10 часов мы начинаем это обучение. Независимо от того, какое количество людей на него записалось, это может быть и 20 человек, и 2. В любом случае, при любом раскладе этот курс будет осуществлен каждую пятницу. Но кроме этого, на этом же портале вы сможете увидеть достаточно полезную информацию. Это часто задаваемые вопросы, связанные вообще с мобилизацией, с помощью. Все то, о чем мы сегодня говорим в нашей студии, оно тоже аккумулировано на этом ресурсе. Ну и, конечно, готовясь к сегодняшней встрече с вами, я попыталась понять, каким образом оказывается предпринимателями поддержка и помощь военнослужащих, которые сейчас защищают нашу Родину, мобилизованных. Вы знаете, я была очень удивлена тем, что далеко не каждый, кто оказывает эту помощь, готов об этом говорить. Да, есть люди, которые являются лидерами общественного мнения, есть люди, которые находятся всегда на передовой, которые очень часто публикуются, которые не сходят со страниц журнал, газет, телевидения, радио, да, таких много, и мы их знаем, и я с удовольствием хотела бы сегодня обозначить их имена, но их не так много. Но прежде всего мне бы, конечно, хотелось сказать про Ольгу Григорьеву, это член общественной палаты, моя коллега, которая очень плотно работает с добровольцами, которая является таким локомотивом для многих предпринимателей и ориентиром, как себя вести. Но кроме этого, конечно, я бы хотела выделить Максима Феоктистова, который одним из первых оказал достаточно значительную помощь. Это примерно оценочно 1 миллион рублей. Это 200 спальных мешков, которые были отправлены нашим мальчикам, скажем так, нашим воинам. Хату Тент.
На фабрике КР организован просто пошив, потому что мы понимаем, что есть проблема. И вот с коллегами мы до передачи обсуждали, что запасы, которые у нас есть в республике, они не всегда адекватны тем запросам, которые могут быть. И это нормально, потому что предприниматели борются с залежами, они привозят только ту партию, которая реализуется в ближайшее время. Поэтому самое разумное, конечно, организовать вот пошив тех вещей, которые необходимы. Да? То есть у нас как бы в какой-то период времени была же определенная сложность, например, с термобельем, да, с балаклавами, со спальными мешками. Поэтому все это делается вот на ходу, что называется. Предприниматели очень четко чувствуют вообще все вибрации этого мира и реагируют очень быстро на запросы, да, отвечая на них. Поэтому вот такие вещи уже есть. Но кроме этого, мне бы хотелось назвать Ольгу Шерстянникову. Это табачно-кофейный дом, предприниматель со стажем, у которой еще весной сын, защищая нашу родину, был ранен. Она сейчас находится, очень часто ездит во Владивосток, где он проходит реабилитацию. И вот Ольга организовала тоже очень мощную работу. То есть вся сфера торговли подключилась к этому процессу. Ирина Владимировна Котенко, тоже Анна Матерн, Николаева Ольга, Будковский Павел, Александр Тарасович Никифоров и многие другие. Это все лидеры общественного мнения, это люди, на которых предприниматели чаще всего держат ориентир. Вот они очень активно помогают и рассказывают об этом охотно. Но кроме этого, я лично знаю большой пул предпринимателей, которые тоже это делают, но они не готовы говорить об этом с экранов телевидения, на радио, придерживаясь той логики, что добро должно дойти до адресата, и не обязательно об этом говорить. То есть принцип такой. Поэтому да, мы все очень разные, но самое главное, что любая наша тактика она должна привести к одному, к победе. Ну, действительно, внушительный список и замечательные примеры. Я думаю, многим якутянам стоит брать пример с этих предпринимателей. Но теперь такой вопрос. В принципе, многие якутяне готовы помочь, да? Есть чем помочь, они понимают это. Но задаются вопросом, почему я должен помогать. Этот вопрос ко всем нашим гостям. Предлагаю порассуждать на эту тему. Почему нужно помочь? Во-первых, потому что мы живем в одной стране. И та ситуация, которая возникла, она... По сути дела, она говорит о том, чтобы нас сохранить. Потом о какой помощи идет речь, да? Ну, посмотрите, да, сегодня, когда я впервые вообще столкнулась с помощью для тех, кто является контрактниками и добровольцами, у меня вначале тоже был такой вопрос. Но когда я увидела, что собирают в эти коробки для военнослужащих, я поняла, что этого точно не предусмотрено никакими стандартами Минобороны. Но не предусмотрены дополнительные носовые платки. Да? Но они же тоже нужны. Я говорю, безусловно, условность, да, какую-то. Да? И балаклава на смену, она тоже должна быть. Хотим мы этого или не хотим. Это не значит, что сегодня у страны нет вообще не во что одевать армию. У нее есть. Они, безусловно, там доедут до своих частей, пройдет какое-то определенное время. Да, как бы там, они не пойдут без обмундирования за ленточку так называемую. Да? Но ведь есть такие вещи, да, например, как определенного рода необходимые просто в быту. Да? И вот они и нужны для обычной жизни, потому что люди выходят на, условно говоря, изоленту, и это просто необходимо для жизни. Да, почему бы не накормить? Ведь и белгородцы, и ростовчане кормят. Ездят, возят и одежду, и пирожки, и варенье для того, чтобы просто помочь, потому что это наши люди, и это наша страна, потому что это важно. Вот то, о чем сказала Наташа, я вчера тоже совершенно, была вот в диалоге с людьми, они сказали, да, вот у нас есть известнейшее риэлторское агентство в Якутии. И о том, что вот они просто так взяли и помогли, они не просто взяли и помогли. Да? Один из риэлторов, известных в Якутии, он ушел, сегодня находится в качестве добровольцев и уже воюет, и, соответственно, выходит каждый раз в свой коллектив и говорит, со мной все нормально, как бы все хорошо, мы вернемся с победой, и коллеги ему помогают. И таких много, на них и держится Россия. Сейчас, знаете, вот предприниматели как лакмусовая бумажка проявили, потому что многих не призвали руководителей, но тем не менее из их коллективов
людей призывают. И вот каждый предприниматель, он чувствует ответственность за тех мальчиков, которые идут защищать нашу Родину, они их полностью одевают, они покупают им полное обмундирование. Хотя, коллеги, да, действительно, у многих возникают сейчас вопросы, и давайте разведем эти две позиции. Общее войсковое обмундирование, оно дается всем. Мы действительно не говорим о том, что нам не хватает каких-то средств. Просто вот эти положительные примеры, вот это вот единение, что мы всем миром должны справиться с общей бедой и отстоять целостность нашего государства, это очень важный посыл. Поэтому письма на фронт, фотографии какие-то, милые рисунки от детей – это тоже помощь. У каждого из нас есть своя линия фронта, и каждый из нас определяет, где она должна проходить. И у каких-то женщин это просто вязаные носочки с конфеткой внутри. И без этого мы наверняка тоже бы одержали победу. Но так наши мальчики чувствуют тепло, заботу, поэтому это очень важно. Нужно показывать, мне кажется, поддержку, да, действительно, показать людям о том, что даже для поднятия боевого духа, о том, что вот наше население республики рядом со мной, ну, действительно, не секрет, были же звонки, да, в первые дни о том, что вот нам ничего не дали или еще что-то. На самом деле, как вот Альберт сказал, да, общевойсковое дают, и то, что вот наши вот действительно матеря, женщины, которые у нас сейчас и в штабе делают вот это все, да, упаковывают, оформляют, то, что вот в Каре, да, там с первых дней начали шить вот эти аптечки медицинские и так далее. Оно действительно показывает просто нашим мобилизованным поддержку и поднятие вот боевого духа действительно. Вот, поэтому, мне кажется, тут стоит тоже обратить внимание о том, что в первую очередь, когда вот наш штаб открылся, общественное движение вот «Якутия с тобой», да, впервые сразу на самом деле действительно прибежали женщины. Да, это бабушки, это матеря, это сестры. Они говорят, мы готовы, говорят, дайте любую работу. Таскать надо, мы будем таскать, говорят. Надо шить, мы будем шить. Поэтому действительно хочу выразить большую благодарность. Да. Они по сегодняшний день это все делают, да, на сегодняшний день. С утра до вечера полностью крутятся и государственные учреждения, да, и Министерство молодежи, честно, на самом деле, у нас полностью помогают в этой части в организации всех этих процессов. Да, поэтому важно показать нашу поддержку нашим мобилизованным. У нас остается совсем немного времени, буквально 1,5 минуты. Вопрос к Владимиру Борисовичу. А вообще у человека есть ли такая потребность помогать? Конечно, безусловно. Я тоже очень рад, что сегодня стали возвращаться вот те вот настоящие ценности. Мы стали говорить такие слова, как Родина, Отечество. Тогда, когда после 90-х все это стало падать, и, скажем так, ну, немножко циничное отношение, да. И надо сказать, что и наше Министерство по делам молодежи курирует патриотическое воспитание. Все вопросы, которые здесь поднимались, были координированы нашим министерством, и психологическая поддержка тоже, что и наше общество сегодня нуждается во взрослении. Я думаю, это этап перехода к такому здоровым отношениям, к тому, чтобы ценить друг друга, уважать и по-настоящему любить вот, то, что вот, Родину. Действительно, мы сейчас все оказались в такой ситуации, когда только сплотиться, наверное, да, объединиться против какого-то, против общей беды, против общего врага, я думаю, единственное лучшее и правильное решение. И я думаю, что мы эту тему еще продолжим обсуждать. Сегодня наше время подошло к концу. Спасибо, большое спасибо всем нашим гостям. Большое спасибо за помощь, которую получают наши мобилизованные. Я думаю, что эта работа не будет еще прекращаться, но и мы продолжим эту тему обсуждать еще в любом случае. Но я напомню, это была программа «Якутия Лайв» «За и против». Смотрите нас по будням, расскажем, чем живет Якутия.